Очень важное преимущество перед президентами. Какое? Какое? У некоторых из них очень много денег. Это здорово. Когда у тебя много денег. Вот, с этим не поспоришь. Ну, и что вы бы с ними сделали, если бы они у вас были? С деньгами? Да, да, с ними. С деньгами много, очень много. Ну, там успех успехом. Ну, во-первых, это с кем и с чем сравнивать этот успех, да, а во-вторых, ну, скучно. Мне, собственно, было бы скучно писать одну и ту же книгу и находиться в рамках одного и того же жанра. И поэтому я и написала книжку остро современную, да, которая происходит здесь и сейчас, потому что, ну, еще когда я писала, работала над «Женщиной в Лазаре», было ясно уже, это ощущалось всеми, и сейчас, наверное, ощущается вот то, что времена так смеркаются вообще всепланетно, да, ну вот, ну просто вся Земля в очередной раз сползает в такой непростой период для себя, в такой какой-то, хорошо бы я оказалась старой дурой, которая каркает, но какой-то такой канун новой Великой войны. И мне хотелось написать как раз книжку о человеке, который вот в этом воздухе отравленном живет в таком непростом городе, как Москва. И у него непростые жизненные обстоятельства, да, и порядочный по сути своей человек совершает предательство за предательством, гонясь, в общем, за такой обольстительной и, кажется, нужной вещью, как свобода. Но дело в том, что счет всегда приносит, за свободу счет приносит по-настоящему страшный. И это иллюзия. Невозможно освободиться ни от чего. Невозможно быть свободным от людей, с которыми ты связан. Хочешь ты этого или не хочешь. Вот примерно эта книжка об этом, о безумии. В первую очередь о безумии. О том, как страшно оно ломает людей. И, может быть, именно поэтому единственный претендующий на полную свободу в книге герой сумасшедший. По-другому, как мне кажется, быть не может.